Жители Сыктывкара выражают возмущение в соцсетях. Город утопает в снегу. Вот уже вторую неделю в столице Коми стоит не по-зимнему теплая погода. Она сопровождается обильными снегопадами. Как итог, во дворах застревают автомобили, а пешеходам проблематично ходить по тротуарам, засыпанным снежно-песчаной кашей. Почему коммунальные службы бездействуют, расскажет Александр Карепин. Синоптики отмечают, на Коми надвигается атлантический циклон. А это значит, что состояние дорог может еще сильнее ухудшиться из-за снежной каши и гололедицы. ГИБДД уже предупреждает, в такую погоду надо быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила. Они простые как для автолюбителей, так и пешеходов. Соблюдать безопасную дистанцию при гололеде, безопасный боковой интервал. Перед поездкой рекомендую всем водителям, конечно же, почистить от снега свою автомашину, не выезжать залепленным на стеклах снегом. Также хотелось бы обратиться к пешеходам. Да. Не забывайте, что при гололеде цепные качества автомашины ухудшаются, и перед выходом на пешеходный переход, конечно же, надо убедиться в безопасности своего перехода. Однако несет в себе такая погода не только опасность, но и банальные неудобства. Циклон до нас еще не дошел, но зато оттепель вовсю заявила о себе. Рыхлый снег, каша на дорогах и тротуарах. Жители Сыктывкара не скрывают своего недовольства, жалуются на некачественную уборку снега. Очень плохо здесь. Я уже несколько раз чуть не упала, и еще ни поручней, ничего нету. Невозможно ходить, я едва прохожу здесь. Это же надо из крыш и с этого вывозить, и столько снега навалило. Важно не допускать наметания снега более 12 сантиметров. На проезжих частях и того меньше, не более 5. Ведь речь идет о безопасности жизни людей. Есть определенные нормативные сроки. Соответственно, в течение 12 часов после окончания снегопада необходимо убрать весь снег. Но нужно помнить, что при постоянном снегопаде задача не допускать именно вот этих 12 сантиметров. То есть уборка должна производиться постоянно. Она и производится. Однако после обильных снегопадов справиться в сжатые сроки удается не всегда. За очистку улично-дорожной сети от снега отвечает дорожное хозяйство. А вот за уборку придомовой территории ваша управляющая организация. Если ее работа вас категорически не устраивает, то решение есть. В этом году на рабочем совещании под руководством главы республики приняли механизм, который поможет мотивировать управленцев жилфонда своевременно чистить от снега дворовые территории. Если жильцы на фото и на видео зафиксируют факты, скажем так, вопиюще запущенных дворов, то эту информацию наши граждане могут направить в службу Республики Коми Стройжилтехнадзора, которая, в свою очередь, уполномочена привлекать к ответственности управленцам жилфондом и понуждать их к обязательной уборке снега. Вот и мэрия Сыктывкара снова делает замечание управляйкам. Дескать, негоже пренебрегать своими прямыми обязанностями. Но пока столичные власти пытаются воздействовать на управляющие компании, жильцам тоже не стоит сидеть сложа руки. Важно понимать, гневные посты в социальных сетях к проблеме внимания, конечно, привлекут. Но куда действеннее будет сразу обратиться в свою управляющую компанию, ЖСК или ТСЖ. Если же в ответ тишина, шаг следующий – жаловаться в Госжилинспекцию или службу Стройжилтехнадзора Республики. Там-то управу на нерадивых домоуправителей найдут скоро. Александр Карепин, Олег Костромин, телеканал Юрган.